Добрый вечер, друзья! Я Петр Цепанин, программа «Просто вкусно» на канале Якутия-24. Как обычно, мы находимся в ресторане «Мусхая», уютнейшем гастростудии Семена Тарбахова. Семен, приветствую! И к нам сегодня в гости пришел мой товарищ, значит, середины 2000-х годов Иван Степанов, который сейчас директор автономной некоммерческой организации «Индустрия будущего». Очень обнадеживающее, очень современное название. Приветствую. Давай, Иван, приветствую. Передача все-таки у нас с кулинарным уклоном. Кулинарное ток-шоу мы его называем. Мы тебе объясняли, и ты, я посмотрю, приготовил что-то эдакое, чтобы приготовить, да, к нам? Ну да, Да. то, что... С чем пришел, обычно мы говорим. Ага. Ну то, что принято в Якутии употреблять, да, Ага. особенно в зимнее время, это жеребятина. Жеребятина. Да. Вот это- она. Да. Мясное блюдо будет у нас. Ну, это как бы мясо отдельно будет, да, то есть не будет там гарнира и прочего, но посмотрим, если шеф-повар наш скажет о том, что необходимо что-то добавить, ну, можно Да, будет. ну, А так обычно, чисто, обычно бывает гарнир. Ну, ты просто хочешь мясо приготовить. ну, не просто мясо приготовить, Ага. а мы будем готовить его здесь В духовке. в духовке, да. Ага, она уже нагревается. Стоит Да, уже подготовились, соответственно, мы возьмем такой соус специальный для мяса, пропитаем, замаринуем, и после этого мы приготовим. Я думаю, будет интересно, вкусно. Это вот то блюдо, когда можно со своими друзьями в компании мужиков собраться, там, приготовить мясо, поесть. Может быть, даже подойдет как праздничное блюдо, да? Да, как праздничное блюдо. Ну, у нас же принято в Якутии, якутская кухня. Она Ну да, такая, ну, что жеребятина всегда. это наше все. Да, Мое тоже одно из самых любимых, как правильно сказать, мясов, видов. мяса. Вот, Ага. да, спасибо. Вот. Да. Ну что? Да, Петр, я еще добавлю, как бы мясо это свое, то есть не покупное. Ну то есть со своего стада. Да. Ну, нельзя сказать, Со своего стада. Ну, как бы не это- совсем стадо. Я года 2 назад обзавелся 2 кобылами. И в прошлом году как раз вот мы получили. Ну, то есть сделал вложение на будущее, чтобы Да. у тебя каждый год было это, да? Я созрел для того, чтобы действительно Ну, правильно, сейчас обзавестись многие кобылой. так делают, да. Ну и в прошлом году вот мы, получается, забили вот жеребенка. Сами, И вот, да. принес из своего же холодильника. Я думаю, что это мясо такое Должно быть вкусное классно. будет, да. В каком районе держишь, если не секрет? Не секрет, это Чурапчинский район. Ну, чурчинское мясо всегда считается что одним из самых лучших, да? Там, где вот территория села Мельджихси, если знаете, это, да, глубинки, скажем так. Так, жирненько. Итак, я как думаю, мы тут будем разделывать ее, да? Да, надо разделать, чтобы удобно было держать. Ну, разделывать, есть якутское. Ну, но есть. Семен, да, в этом плане нам помогает? Или мы тогда Семен- доверим, да, это дело? Семен показывает вообще, как делать. Да. Ну, приятно на самом деле попасть сюда, к вам в студию. Я не раз по телевизору видел, Передачу? наблюдал передачу, да, как Ух ты. в гости к Петру приходят разные интересные люди. Вот, и думал, наверное, когда-нибудь я попаду. И Может этот быть, меня момент тоже настал. когда-нибудь позовут, да? И вот созрел, да. Да, время, скажем так, пришло, созрело. Слушай, ну, многим телезрителям, которые смотрят нашу передачу, наверняка интересно, кто ты такой, откуда, чего, как, ну вот, как дошел до этого. Я этот вопрос, опять же, задаю всегда дежурный он у нас, да, но до того, как мы основную тему затронем, вот про твою нынешнюю, да, деятельность, расскажи немножко о себе, откуда родом и, собственно, где учился, и вот как ты пришел вообще к этому, то, что сейчас занимаешься? Это же, я так полагаю, не прямо ты всю жизнь этим занимался, Да, верно? Да. Да. Ну, хочется в виде истории как-то преподнести Немножко, свою да. биографию, скажем, да? Да-да-да-да. Не так просто как отчет, вот здесь отучился в этом году и так далее. Ну, как тебе угодно. Да, ну, вообще жизнь такая штука, что возникают какие-то вот вопросы, либо человек думает, а что же дальше, да? И Чуть было не сказал, что было дальше. Так, ладно. да, то есть на каком-то этапе каждый раз человек думает, а в каком направлении развиться, что больше вот, ну, изучать лучше всего, во что
вложить свое время, свои ресурсы. Ну, школьные годы я провел здесь, в городе Якутске, с 1 по 11 класс я учился в 7-й школе. Вот. Хорошо. Да, в те годы, это было ну, в 90-х, получается, да, у таких ребят, как ну, вот я, допустим, да, в школьное время, ну, появился интерес к, сейчас говорят, хип-хоп культура. Ну, и тогда говорили хип-хоп культура. Да, я знаю, что ты брейкер был мощный. Да. Вот в школьные годы как раз я увлекся. Он танцем. прямо мощный, да. Я Да. видел несколько раз выступления. Ну, брейкданс, конечно, это увлечение, которое мне по жизни помогло в дальнейшем для развития. И то, что я в Москве, допустим, отучился. Ну, первое образование здесь, в Якутске получил, в Якутском государственном университете, потом Северо-Восточный федеральный университет стал. Когда ты Так. учился стал? Да, Ага. не, после. Я закончил в 2007, а университет переименовался, стал федеральным в Чуть попозже. 2009, по-моему, Ага. 2009. Вот. Ну и благодаря своему увлечению вот, стремился вперед, всегда ставил какие-то новые цели. Вот. Получилось отучиться в Московском университете, в Высшей школе экономики. На магистратуру поступил. Но я туда поступил ради того, чтобы вот дальше, ну, мотивация была такая, что если я поеду в Москву учиться, то, наверное, вот по брейкдансу у меня будет возможность еще развиться. Ах ты, ничего Достичь себе. новых вершин. Да? Ну, то есть, как бы ты хотел одним выстрелом двух зайцев практически, получается, да? Да. И вышку получить еще одну, да, мощную. Да. Ну, Высшая школа экономики, это же не просто так. Ну, Кого да, попало, один из таких кого попало не ведущих. берут, и сложно же поступить, скорее всего. Да, Вот. да. Ну и брейкданс, то есть увлечение твое сыграло, да? Да. Надо да. же. Так. Вот. И дальше, после того, как я отучился в Высшей школе экономики, все равно было стремление дальше учиться на самом деле. Так. Сейчас же модно, да, вот, ну, как бы говорить, отмечать о том, что вот нужно всю жизнь учиться, время такое. Вот одно образование получил и ну, одной профессией. Учиться, как бы, учиться и учиться. да. Век Так. живи, век учись. Век живи, век Типа так, учись. да? Тоже народная мудрость. Вот. И я этим и занимался уже и тогда, когда особо об этом не говорили, но наоборот говорили, зачем так много учиться? Зачем столько дипломов тебе, типа такого было? Но дело было не в этом, дело было в том, чтобы освоить какие-то те области, которые мне интересны, и по этому направлению дальше потом профессионально развиваться. Вот. И после некоторого перерыва, через год, я хотел, ну, вообще за рубежом поучиться на самом деле, но не получилось. Поступил я в дипломатическую академию Министерства Дипакадемия. иностранных дел. Да. Да, То ну есть ты- я учился ты на вообще дипломата. ты выбирал вообще такие топовые практически, да? Дипакадемия, Высшая школа экономики. Ну так получилось, Ага. да, что я в дипакадемии. Ну и в ВШЭ тоже это не просто. Да, я и Как-то говорю, судьба да. сама по себе так, как бы сделала, можно сказать, предложение. Как раз сюда набирали тех, кто вот по новому направлению мог бы учиться, представлять интересы КМНС, да, то есть ассоциация КМНС России искала в регионах тех, кто хотел бы по их линии отучиться и вот как бы быть полезным для, скажем, коренных народов вот, России. Соответственно, ну, жизнь такая штука, я и говорю, что какие-то события сами по себе происходят, и то, что я здесь оказался, вот имеется в виду, не здесь в студии, а в организации, да, Ага, ну, в твоей да, организации. своей организации, это вот тоже, наверное, стечение каких-то обстоятельств. То есть в моей жизни, например, да, иногда некоторые вещи сами себе приходили, и нужно было делать, может быть, даже неосознанный выбор, да, Вот. а как-то предложение пришло и такое, ну, практически я иногда сравниваю это с фильмом «Форрест Гамп». Вроде ты никогда не собирался креветок ловить, да, ну и пошел креветок ловить. Вроде говорят, ну, может быть, в теннис настольный, или давай стал олимпийским чемпионом, да. Ну что-то какие-то вот такие моменты. Ты Да, про это такое имеешь в виду? Я про это именно имею в виду. Вообще, случайности не случайны. Провидение, да, случайности не случайно тоже Да, так говорят. вот. Да. Итак, ты Ну, получил третье образование, получается, третья вышка, да, Высшая, уже? Да, там, скорее всего, диплом о профессиональной переподготовке. Нет, это... Уже и вышка была? Это диплом, да, магистра, в первом случае, так называемых публичных отношений, точнее, публичной политики. А второе, в Дипакадемии, это магистр международных отношений. Мгм. Вот. А публичная политика – это что-то новое для России.
И это не совсем, вот иногда люди думают, а вот Жириновский выходит, он публичный политик, и, наверное, про это. На самом деле не про это. Это про взаимоотношения общества с государством, с бизнесом, с медиа, с экспертными сообществами, ну и так далее. То есть это то, что у нас называется все, что происходит в нашей жизни в социуме. Вот. Это вообще public policy, так, если по-английски говорить. Вот ты же немного, знаешь про инновации? Вот, Ну, немножко. инновационные технологии и прочее, да? Да-да. И Я даже немножко себя называю инвестором. В инновациях, да, именно. Ага. Так. да, пересекались мы в IT-парке, поэтому Да, я да, да. думаю, что ты понимаешь, что такое инновации. И вообще понятия инноваций раньше не было, Семен. Да? В России не было особо. Ну, как бы вот в 2000-х, в конце 2000-х, таких, в 2008 году стали вот Да, говорить об интернет. этом. Ну и, собственно, отучился. Ну, как бы я сейчас по профессии и по первому образованию успел поработать, да, там, по юридическому образованию своему. Потом успел поработать и в международных отношениях. Я не сказал, оказывается, вот до того, как до этой организации у меня там еще другие были места работы. Например, вот в Москве после того, как отучился, я 3 года работал в Министерстве экономического развития Российской Федерации на федеральном уровне. В Москве? Да. Ну. Как раз попал в департамент стратегического развития и инноваций, и я был в том отделе, где международные отношения в сфере инноваций. Вот как раз по международке, диплом, который я получил, образование получил в ДИП Академии, и еще в Высшей школе экономики, это вот Набирался послужило. мощного опыта. Ну да, можно так сказать, конечно. Опыт, Так, опыт такой. Да. серьезный. У нас, как правило, да, как в России, один человек работает, двое стоят, смотрят и разговаривают. Ты хочешь сюда добавить еще соус, Часто да? люблю это здесь повторять. Так, Что да. нужно добавить? Я предлагаю добавить специальный соус для мяса. Бывает острый соус обычно, но сегодня мы используем такой не совсем острый. И Семен сейчас нам поможет в этом. То есть мы замаринуем, потом подождем немного, и пока мы будем ждать, когда будет пропитываться мясо, мы приготовим... Мариноваться. Мариноваться будет. Мы приготовим, значит, закуску. Называется. Все-таки закуска. Закуска есть. Закуска отдельно еще, да. Хорошо. Ну, сейчас, опять же, это все и ждем, да? Перемешается, да. Сколько времени обычно нужно это делать? Минут 30 желательно. Желательно. Ну, Да. то есть мы можем сделать перерыв, как в телевидении бывает. Мы, к сожалению, эфирное время не хватит. Ну, замаринуем, подождем. А в это время... Селяви. Селяви, да. Так, а в это время мы сейчас будем готовить... Я могу взять, да, ингредиенты Да, ну лучше да. сразу? Так, Мы сейчас все дружно ушли с кадра. Ну, сейчас вернемся, обещаем. ага. Значит, у нас будет красная рыба Так, на черном хлебе. на черном хлебе. Черный хлеб мы еще прожарим. То есть отдельно нужно будет сделать Ну, некоторую то есть, операцию. с да, хлебом. да. Это какой-то итальянский вариант. Да, когда готовится основное блюдо, обязательно что-то... А майонез наш где? Майонезик есть. И чеснок. Чеснок есть, да? И 6 ног. Ага. А я с теплотой и любовью жамкаю мясо. Твое черпчинское мясо. Вот. У меня там друзья есть. вообще? Друзья порекомендовали, и поэтому у меня там как бы лошади. У тебя есть вообще, как сказать, твое любимое блюдо? Вот прям Мое что ты, любимое блюдо прям. да, что ты прям бывает там сидишь и думаешь, вот я бы сейчас это съел. Лобстерное. Да. У кого лобстер, у кого что. Да. Но я не прям такой гурман, да? Там нет такого, что специально. Хорошо, давай тогда, можно так поставить вопрос. Есть ли такое блюдо, которое ты готов кушать чуть ли не каждый день? Ну, каждый праздник я готов А. кушать. Вот именно то, что сейчас мы будем готовить. Так. Это из репертуара нашей бабушки моей супруги. Первый раз я попробовал у них. Значит, это закуска такая, да? Ну, по типу гренок. По типу гренок. И Это мы пока прям очень отставим, да? вкусно. Да. Да, это на 30 Это мы минут пока отставим. отложим. Гренки. Соответственно, да, ну, сейчас это вот Семен сказал, это, видимо, гренки. Вот, но это, как бы я думал, как же назвать.
Не совсем гренки. Да, это не гренки, это, как я уже чуть раньше сказал, красная рыба на черном хлебе. Вот так. Так, ну Даже хорошо. можно в меню включить ресторан. Так назвать и сказать, это не гренки, да. Да. Так. ну-ка я Что нужно, ты мне скажи, я тебе помогу. Так, мне нужна доска. Вот же, да? Доска? Или, Ну, можешь это доска взять. нужна. Можно это взять, Семен? А для чего? чтобы рыбу порезать. Или мы Сейчас. её предоставим? Нет. Нет, вы сами поменяйтесь, ты прям можешь сделать здесь. Доска у нас одна, но Хорошо, чтобы я идешь. тут увидел. Не так много пространства, ничего страшного. Давай. Ты просил чеснок, вот тебе чеснок. Так, приступай. Можешь Так. этот нож взять, Еще Симоновский. растительное масло нужно будет. Растительное Есть. масло Ага. тоже есть. Хорошо. Так. Итак, ты успел поработать и там, и сям, да? сям. Ну, то есть, а потом все-таки, как ты пришел к этому? В 2000... Вот здесь надо очень тоненько порезать. Так, аккуратно. Мгм. Можешь взять вот это, Я это практически откладывать. как филейный. Ну Да? или этим, смотри сам. Давай попробую. Вот этим. Вот этим? Ага. Держи. В 2017 году я понял, что... Ну, или в 2016 году я понял, что хочется уже вернуться обратно в родную республику, Так. потому что... Подожди, ты видишь, рыба расходится. Мгм. Вот так, да? Ух ты. Научу Вот тебя оно сейчас. как. О, заодно Профессионал. освою Заодно- новый навык получу. Заодно он что-то, видишь, он туда как сено косит. Ну, Перед- приехал в республику. Так. Тряпку передай. Типа Да, вот это? влажную. Да, и через какое-то время поступило предложение, и я оказался у себя в Якутии здесь. Мгм. Мгм. И при этом я вначале работал не в организации, которая сейчас, где я руководитель, в новой дочерней структуре нашего республиканского банка Алмаз-Аргенбанка. Мгм. И там эта компания называется SABM, сейчас существует, работает, помогает предпринимателям. Изначально эта компания, она создавалась для того, чтобы создавать новые бренды, якутские якутские бренды, помогать предпринимателям, производителям нашей республики, там, в разных сферах, да? Вот, соответственно, там я... Это который бренд Якутии? Или это другое? Не то, что сделано в Якутии, да? Вот. Но сделано в Якутии? Не Нет, это. другое. Да, немного другое. Компания, она консалтинговая, при этом занимается, помогает предпринимателям в области ювелирно-гранильного дела. Мгм. Вот, Только в этом. не только в этом. М. Вообще предпринимателям, которые создают что-то своими руками, скажем так, производят, вот, им помогает. Расскажи, мне вот интересно, да? Мгм. Вот ты рассказал, что ты занимался брейкдансом. Мгм. У тебя была команда своя? Или Да, что? конечно. Ты немножко группа сказал, была. что вы даже популярными были. И вот как Да. вы назывались? Их приглашали на всевозможные концерты. Мы вместе выступали на концертах даже. Да, У нас кстати. танцевальная группа была, у них тоже танцевальная группа была. А группа как называлась? Якутск. Йокутск. Это вот- Йокутск, Я помню, да. вот был у вас микроавтобус, Да. и был даже клип какой-то, по какому-то каналу постоянно крутили, да? Ну, вначале у нас клип появился в 2003 году. Вот как раз на СТС показывали. Ну Мы да. отсняли этот ролик на площади Орджоникидзе летом вместе с первым выпуском якутских циркачей. Они Мгм. же обучались все В же Китае. знают, да, в Китае, Ребята в Китае. да, в цирковом колледже. И мы с ними познакомились, и с ними тусили, проводили время, и вот мы стали выступать. Потом пригласили одного нашего товарища, Евгений зовут, он отснял, сделал монтаж, классное видео появилось, и потом стали крутить. Ротировать, да. Ротировать, ага. Потихонечку брейкданс стал вот так популяризироваться. Вот. А тот ролик, видео, клип, который ты, наверное, говоришь, Семен, вот вспомнил, это на НВК Саха с 2000
7 или 8 года его там как раз постоянно таки пошел крутили. бум там, да? Вот, Да, 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 да. Помню всякие мероприятия, как «Зажигай», Ага. журнал United Skills какой-то. Да, был, ты знаешь, Вот я помню здорово. такие вот движения. Все дети начали на головах стоять. Да. Вот. Вдруг почему-то да. Носить, Вся вот- республика. И крутиться на головах. носить начали. кроссовки, которые как их голова. Здоровые такие, да? Да, да, крутые. да, да. Но это не совсем брейкеры одевали, это молодежь, которая Ну, а, с того движения. почитает С того движения. хип-хоп культуру, Ну, да. рэперов, там мода была такая. Вот. Ну, действительно, это было так. И наша команда сейчас в формате друзей общается, мы видимся. время WhatsApp от своя времени. группа есть, WhatsApp. что важно, скорее всего. Да, это обязательно. Все коммуницируют через WhatsApp, поэтому, в принципе, да. Вот. Но если говорить о том, как сейчас развивается брейкданс, либо какие команды есть, существуют на сегодняшний день, то есть те ребята, которые где-то вот в 2007-2009 годах сформировались, и они продолжают так или иначе существовать. Но Ты для них как живая легенда, да? ну да, старший брат, иногда, да, на мероприятии, когда представляет, вот, отец Ивана, отец брейкданса, я такой, ну ладно, ну, конечно, Ну или отчасти Есть. наставник, да? да, да, да. Ну и сейчас брейкданс является такой, ну, олимпийским, ну, не совсем видом спорта, как иногда думают, или иногда мы сами так говорим, это дисциплина, которая является олимпийской, по этой дисциплине проводятся олимпийские соревнования. Мгм. Даже Прям так. на Олимпийских играх в 2024 году в Париже, во Франции, будут проходить, Уже. будут проходить соревнования по брейкдансу именно в рамках Олимпийских Это уже игр. серьезно. Да? Ну да. Да, да. Это серьезно. Поэтому мы Это, сейчас... получается, летние игры, да? Это летние игры. Летние. Всегда вот новый человек, ну, тот человек, который впервые пробует, либо который пришел, и, ох, типа классно, рыба с черным хлебом, о, сейчас попробую. Вот, поэтому я думаю, что после выпуска передачи в будущем, Весь Якутск будет готовить. ну, больше людей. Но это так, знаете, вот, ну, хорошо же делиться с людьми чем-то хорошим, да? Ну, я понимаю, каждый приходит со своим Ага. блюдом, со своей рецептурой и рассказывает, показывает. И те, кто увидели, подумали, что о, классно, тоже бы хотелось бы попробовать приготовить. Вот они тоже так готовят. Что еще нужно здесь сделать? Салфетки мы берем. Надо будет, чтобы хлеб, ну, то есть салфетки пропитали Жиром масло. дал. Мгм. Вот это можно побольше положить, да. Да. Как оладьи тоже делают, Мгм. ну, чтобы не слишком жирные, да? Мгм. Все правильно. Так, нужно параллельно, Петр, тебя попросить, да? Давай. Приготовить соус. Сделать соус. Мне? Ага, Хорошо. Вот этого хватит? хватит. Вот этот соус, он идет с чесноком, и фишка в чесноке. За счет того, что там будет чеснок, вкус Так, это этой сюда. закуски прям огонь. Мы с Семеном Да. начнем. Мгм. Семен чеснок нарезал очень мелко. Ага. Немножко соуса добавляем. А майонезик, да? Да. Ой, нормально, наверное, будет. И смешать. Мгм. Но мы в это время что будем делать? Мясо. Мясо уже, по-моему, закладывать можно. Давайте, да. Я У думаю, нас что... же время уже Давайте, это. может, я мясо заложу. Да, заложи мясо. Редкий случай нашей передачи, когда 3 человека и каждый занят чем-то. Да. Да, обычно у нас бывает, один что-то готовит, двое стоят, смотрят и говорят. Или кушают, или разговаривают. Давай все-таки перейдем к тому, чем непосредственно ты занимаешься. Как ты туда пришел? Как, Значит, как это началось? Да. И что это вообще такое? Да, ну, то есть, я же в самом начале подчеркнул, что звание очень обнадеживающее. Мгм. Такое Вообще, инновационное такое. Да, эта организация была создана для такого проекта, как пространство коллективной работы «Точка кипения». Так, да. Это такое место, куда приходят люди, любой желающий, кто хочет получить новые знания,
либо поделиться знаниями, узнать о чем-то новом. Вот. И, соответственно, это все в центре города и бесплатно. Фишка в том, что в этом месте, в этом пространстве есть повестка. То есть то, что запланировано, ну, изначально предопределено, что там обсуждают такие-то вопросы или направления. Например, это цифровизация, то есть про цифровую экономику, про цифровизацию государства, общества и так далее. Про технологическое предпринимательство, про инновационный бизнес, высокоемкий, наукоемкий бизнес, венчурный бизнес, либо обычный бизнес линейный, который, ну, исходя из современных реалий, нужно перевести в такой интернет, да, технологичный, может быть. Вот. Вот про это мы говорим. Говорим про кадры и таланты нового времени. Мы все понимаем, что в наше время нужны специалисты, которые разбираются в современных тенденциях, обладают какими-то новыми знаниями. Да, Ну, которым те же- нужна может быть поддержка, советы и все прочее, да? Вот. Да, и ну, кадры решают все. Сейчас Факт. непростое время. Вот. Много технологий приходит, много, ну, разные вот старые форматы, уже подходы перестают быть эффективными. Поэтому мы упор делаем, опять же, там на кадры. Вот. Дальше что? Про территории будущего. То есть мы говорим про развитие территорий. Да, укропа добавить для цвета. Для цвета? Ну давайте, да, это будет нововведением. Зелень хочешь покрошить? Да. Доверимся. Для цвета, чтобы Да. на камеру все красиво было. Да, и Семен у нас плохого не посоветует. Да. Послушаемся. Ну и вот, про развитие территорий много говорим. Развитие территорий? Да, развитие сельских территорий в особенности. Вот в этом направлении мы последние годы, наша организация делает большой упор и вклад. Вот, собственно так. И еще с прошлого года мы добавили такое направление, как экология, то есть про качество жизни людей. И это место, куда... Это не так, что вот мы там, только мы этим занимаемся, там какая-то организация, которая по этим направлениям работает. Нет, туда приходит любой желающий. Вот, например, Петр, ты можешь прийти и сказать, вот, мне интересно было бы по направлению технологическое предпринимательство что-то тут как бы провести, либо там провести беседу, съемки, видеосъемки там, и так далее. У нас еще, кстати, есть там мини-медиа-студия, оснащенная светом, оборудованием. Тоже ну, регулярно приходят разные команды, записывают
нужно заниматься сельским хозяйством как бизнесом. Ну, да. Сбывать, Собственно, должно красиво, быть таким, да, бренды должны появляться, да, то есть упаковки красивые, хорошие, Ну, каналы сейчас сбыта, единичные маркетинг. случаи есть, да, ну, например, Да. там где-то там алекминский сыр, там, да, Да, ну, одним из самых есть. первых появлялся, да, Мгм. где-то там что-то там Молочная производится, продукция тоже немыгинский хлеб, Да, ну, есть да, же, да, да. вполне себе конкурентоспособные, да. Ну, мы сейчас называем название, это может прозвучать как реклама, но действительно они есть. Например, Ну, а что, это, да, это не секрет, это да, факты, это которые показатели. уносить, ну. Самартай есть, допустим, да, Ну. молочная продукция, мясная продукция. Еще есть Ханалас Ас, как называется, как Берте, ну Берте, да, они производители. Оксе, Оксе, вот тоже. Оксе, ну. Это а, же, ну, кстати. да, на витрине же хорошо смотрится. Вот, Ну да. приятно человеку вот, наравне с другими, с другой продукцией из там, Брянской области или там какой-нибудь, да. Вот. То есть нужно делать так, чтобы село, на селе новая жизнь началась. Было новое комфортно дыхание. жить и были рабочие места. Да. Ну, и здания, и сооружения, вот, допустим, социальные объекты, школа, детсад, дома культуры, они же Ну, то где-то есть получается, обновиться что все-таки должны. без помощи государства тут не справиться. Да, Потому что конечно. должна же, получается, инфраструктура меняться. Да, очень инфраструктура. сильно. Да, Ну. вот, соответственно,
Вот мы создаем такие пространства, как сайды, называется сайды, то есть развитие, да, в переводе. А, сайды создается на базе существующих домов культуры, КЦ, где-то центры досуга, ну и библиотек. То есть мы находим тех, кто желает создать такие пространства у себя и видит в этом смысл, да? Мы с ними продолжаем общаемся, помогаем, объясняем, обучаем, передаем методологию, у нас даже методические рекомендации есть, как все это создать. И дальше сопровождаем, то есть мы проводим вместе с ними мероприятия. Например, там люди хотят, грубо говоря, создать ресторан. И мы можем Семена пригласить, сказать, Семен, экспертом, да, там лекцию может прочитать, да, можно, и онлайн это делать. И с того момента мы продолжаем открытие. Еще есть в Бердигистяхе, в горном районе. Также в очереди село Магарас, тоже горный район, село Эльгея, Сунтарский район. То есть уже много где. Да. Какие еще? Сотинцы, Усть-Алданский, Оленек-Оленекский, Белая гора, Абыйский район. География уже большая. Да, село Шалагон в горном районе. И депутатский в Устьянском районе тоже хочет. Потихонечку люди начинают понимать и видеть в этом смысл и возможность что-то сделать для своего села. То есть через это пространство можно начать процессы развития, преобразования, изменения тех или иных аспектов сельской жизни. Так можно сказать. И это мы делаем. Итак, я подытаживая дам тебе слово, Ваня. А сейчас давайте мы приступим к тому, что, собственно, ради чего все это делалось. Мне кажется, надо дегустировать. Да, передай нам вилки. Да, вилки у нас есть. Будем вместе. Ну что ж, у нас уже готово почти все. Я хотел бы, перед тем, как мы попробуем, хотел бы уточнить, да? Обязательно ли красная рыба? Обязательно красная, причем слабосоленая должна быть. И обычно мы используем семгу либо форель. То есть рекомендуется эти рыбы использовать, применить. А так, можно экспериментировать, конечно, но если попробовать, прям она очень-очень такая вкусная. Так, первым делом я, наверное, все-таки эту, которую никогда не кушал, попробую. Ребята, это я почти каждый день. Давайте. А из мяса. Так, я представляю вкус рыбы. Как? Классно? Не, вообще шикардосина же. Да. Я так и знал. Как говорится, да, действительно, в следующий раз можно будет ради прикола ребятам вот такое подготовить. Да, очень просто готовится, не так много времени занимает. И... По минуте с каждой стороны, все. Да. Соус готовится очень быстро, рыбу нарезал, положил. Все. Да. Я поэтому же говорил, это какой-то такой французско-итальянский вариант, когда готовится основное блюдо, они же обычно аперитивчик, винишко, быстренько что-то там нарезали и обязательно кушать, что-то делали. Да. А свежее мясо, чурапчинское особенно, жеребятину нашу родную, испортить практически невозможно. Я в этом уверен. Хочу тебе, во-первых, сказать спасибо, удачи в твоих делах, потому что ты действительно занимаешься очень важным делом. В какой-то степени, может быть, конца и края нету, как это все можно достигать, да, потому что для меня это в голове немножко тяжело укладывается, да, поэтому хочу пожелать тебе удачи. Спасибо. И да, хочу дать тебе в конце слово, чтобы нашим телезрителям пожелание, пожалуйста, на эту камеру. Хочу пожелать всем того, чтобы каждый нашел смысл жизни, смысл в своей работе, деятельности, и каждый приносил пользу тому месту, где он живет. Пусть это будет город, пусть это будет село, пусть это будет место работы, либо учебы. Я считаю, что каждый человек может сделать полезное для той сферы или той
деятельности и того места, где он находится. Поэтому стремитесь вперед, воплощайте задуманное, то, что действительно полезно нашей жизни, скажем так. Как сегодня вот мы приготовили блюдо, я считаю, что надо делиться хорошими рецептами, вот, и рад стать частью Нет, действительно, миропередач. один из самых таких вкусных у нас передач получилась. У нас передача называется «Просто вкусно», да, но действительно тут... Очень просто и вкусно. Да, да? очень просто и очень вкусно, короче. Вань, спасибо. А я Петр Цепанин. На этом потихоньку прощаемся. Уходим за кадр. Программа «Просто вкусно», канал Якутия 24. Будьте здоровы. А ну, продолжаем кушать.